Инна Герасимова читает пособие для 5 класса по новому обязательному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России», сокращенно ОДНК-НР. Родители учеников Московской школы 2065 еще в августе поставили перед фактом. Дети будут знакомиться с основами по выбранному для этого столичным департаментом образования учебнику «Истоки». Молчальничество, затвор, целительные, пророческие, знак Божий, пострижен в монахи послушникам. Это все, что выделено, практически вот на одной странице, да, у нас тут около 20 слов выделено жирным шрифтом, и все они, это вот престол с чашей, жезлы, трон, единство в 3 ангелах. В общем, это сплошное религиозная терминология, никак лики не здешние. Инна не поленилась и посчитала. На 126 страницах книги слово «Бог» упоминается 60 раз, слово «икона» 66 раз, храм 83 упоминания. Запрос в школу, 3 письма в департамент образования и заявление в прокуратуру Новомосковского округа. Из ответов следовало: учебник входит в федеральный перечень, выпустившее его издательство «Истоки» допущено к реализации образовательной программы, а предмет является обязательным в соответствии с приказом Минобрнауки. Министерство образования доказывает, что это не религиозный учебник. Вот как это сломить и как это доказать, я не знаю. Является ли историческим фактом то, что я сейчас прочитаю. На иконе очень много света, но нигде не показан его источник. Откуда же он исходит? Обрати внимание, что на иконе нет и тени, значит, свет исходит отовсюду. А почему? Не потому ли, что он струится от самих ангелов, от Святой Троицы? У Инны юридическое образование. Она уверенно называет статьи Конституции и нормы закона, которые были нарушены. Каждому гарантируется свобода вероисповедания, религиозные объединения равны перед законом, распространение религиозных воззрений в общеобразовательной школе является противозаконным. Запрещается обучение малолетних религий вопреки их воле и без согласия родителей. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. В октябре солидарные с Инной Герасимовой родители написали заявление об отказе от предмета «Истоки». Мне сами занятия по истокам, они мне лично не нравятся из-за того, что учитель, он как бы не рассказывает нам информацию, он просто читает учебник где-нибудь и пересказывает то, что он прочитал. По-моему, так же себя чувствуют и другие мои одноклассники, потому что я не думаю, что им интересно, если они сидят, спрятавшись за учебниками и что-нибудь там рисуют. По требованию родителей учебник «Истоки» у детей из 5 Д изъяли. В классе есть ребята из мусульманских семей, а также иудеи, католики, атеисты и адвентисты. 11-летний Егор Герасимов говорит, что поменял бы этот урок на обычную историю или математику. Нам в самом начале 5 уроков нам рассказывали про топор и саху, почему они являются чудесами России, и так далее. Потом у нас шла изба, мы изучали ее снаружи, окна, почему считается оком избы, и изнутри ее вид. Второе название учебника – «7 чудес России». Топор и саха, русская изба, Кремль, Соловецкий монастырь, храм Покрова на Нерли и Живоначальная Троица. Предмет «Истоки», который дети изучают в 62 регионах России, московские родители считают антинаучной манипуляцией и давлением на детскую психику. Я глубоко убежден, что российская школа должна оставаться светской. Это техника безопасности многоконфессионального и многонационального государства. Но быть светской не означает быть агрессивно-атеистической. Руководство школы обещало учебник «Истоки» заменить на выбор родителей – светскую этику, но уже 4 месяца раз в неделю ребятам из разных конфессий вслух читает преподаватель про темные силы и святую воду. То есть пусть эти учебники будут, эти программы будут, а дальше вопрос выбора. И причем субъектом этого выбора должен быть каждый раз, должна быть семья. Не школа, а семья. Не регион, не область, а семья. Вот тогда я буду чувствовать себя в безопасности. В том смысле, я ведь живу рядом с этой московской скандальной школой, и я не хочу, чтобы подростки, которые стали злиться на церковь из-за того, что им навязали, я не хочу, чтобы однажды, увидев мою рясу, они пошли бить мне морду. Автор спорного учебника Александр Камкин, член-корреспондент Российской академии естественных наук. В научном сообществе к этой общественной организации относятся более чем скептически. Издательский дом «Истоки» выпустил целую линейку пособий по одноименному курсу с 1 по 9 классы. По данным ресурса Картотека.ру, издательство только за последние 5 лет заработало на продаже учебников 22,5 миллиона рублей.
Анна Зелькина, Игорь Дорошенко, телеканал «Настоящее время».